музыку Александр Васильев. Добрый вечер, дорогие друзья! Здравствуйте! Ну что ж, вот и настал тот день, когда двери актового зала главного Башкирского государственного университета вновь распахнулись перед нашими КВНщиками. Я думаю, этому стоит отдельно громко-громко поаплодировать. Ну что ж, не будем затягивать и начнем нашу игру с традиционной КВНовской фразы. Мы начинаем КВН! Ну что ж, хотелось бы вас немного проинформировать перед началом. Наша игра сегодня пройдет в два блока. В каждом блоке сыграют по 4 команды. Сразу напрямую в полуфинал пройдут по 2 команды. Игра пройдет в 2 этапа. Стандартный КВНовский конкурс приветствия и конкурс текстовых шуток биатлон. Я думаю, можно громко поаплодировать. КВН, пошли! С командами участниками мы познакомимся чуть позже, а сейчас бы хотелось представить вам команду нашего компетентного жюри. Конечно же, под ваши громкие аплодисменты. Командир штаба студенческих отрядов Башгу, заместитель руководителя Башро по работе с партнерами Ольга Грицай. Ваши громкие аплодисменты. Финалист межрегиональной лиги УФА-2016 в составе команды КВН «Гаджет», а также автор и актер и капитан команды КВН «Брюнетки» Булат Салимгараев. Ваши аплодисменты. Ну а следом пойдет очень хороший парень, чемпион Ямайской студенческой лиги 2015, вице-чемпион региональной арктической лиги 2015 года, финалист международной лиги КВН межрегиональная лига 2016 в составе команды КВН «Гаджет» и просто мой хороший друг Артур Низамов. Привет, Артур! Ну а следующую строчку я прочту с еще более большим удовольствием. Ведущий первого сезона Лиги КВН Башгу и ведущий телеканала «Вся Уфа» мой коллега Максим Бычаев. Участник международного сочинского фестиваля «Квиин 2013», участник региональной лиги КВН Уфа Виталий Чечкин. Привет, Виталий! Ну что ж, с членами жюри мы познакомились. Команда готовы? Зритель готов? Ни пуха, ни пера. Погнали! Ну что ж, хотелось бы попросить нашего теплого зрителя поддерживать все команды громкими аплодисментами, как мы умеем, а мы ведь умеем, правда? И мы приглашаем первую команду на эту сцену, команда КВН «Беспредел», математический факультет. Слышь, ты давай номера там нету, ладно? У нас с ним группа музыкальная решит. Какая еще группа? Альфредушки Интернешнл! Лежат на стекло!
205, алюминий 65. Так, оба, вон отсюда! А на сцене у нас парни! Предел, мы начинаем! А сейчас в Госдуме рассматривается законопроект, согласно которому регистрация в социальных сетях возможна только с 14 лет. Итак, давайте представим случай на дне рождения. Дочка, поздравляем тебя с 14-летием. И сейчас брат сделает тебе подарок. Ну что, сестру, с днем рождения! Подаруйте старый свой аккаунт ВКонтакте. Пользуйся. О, тут же одни пацанские паблики. Ну, если хочешь, возьми мой от одноклассников. Не-не-не, мам, обнуляй так обнуляй. А сейчас давайте перенесемся на собрание тех людей, которые хотят сделать жизнь жителей города Уфы немножечко лучше. А давайте сделаем так, чтобы Сипайлова больше не затапливала. Ты чё, люди любят водные процедуры. Давайте лучше построим побольше бесплатных парковок. Ага, может, метро еще в Уфе построим. Нет, я знаю, давайте их заставим приклеить букву «Ж» на машину. Вот это Гениальная да! идея! А мало кто знает, что у физруков с фантазией, мягко говоря, не очень. Тренер, я не хочу бегать. Отжимайся, Тренер, я руку сломала. отжимайся. Сколько время? Время отжиматься. Я отжался. Игорь Юрьевич, помогите. Приседай. А сейчас давайте перенесемся на фестиваль артхаусного кино. Так смотреть фильм намного круче. Плесни-ка мне попкорна. Классная задумка. Перевернуть экран. Уважаемые зрители, приносим извинения за технические неполадки и перевернутую ленту. Так и знал, мне с самого начала нравилось. Тупой режиссер, тупой фильм. А недавно НАТО сказала, что КВН является тайным оружием Кремля. Итак, представьте, двое КВНщиков решили ограбить банк. Не с места на ограбление! Прекратите мир на сцене, несчастный ограбленный! Да, стоп! А сейчас миниатюра. Дебил в Сбербанке. А7. Так, что это еще за шутки? Это совсем не смешно. Так всегда. Ну, Данил, сколько можно второй раз ты нас палишь? Уважаемое жюри, лучше возьмите нас в финал, иначе вы уже видели, на что мы способны. Ну а пока мы мало кача, чем скучно нам удачи. Мы катим дальше. Большое спасибо, команда КВН «Беспредел», математический факультет. Еще раз громкие аплодисменты. А следующая команда, которая выйдет на эту сцену, придумала свое название после того, как в их команде появился костюм панды. И, конечно, как все уже поняли, это команда КВН «Панда», Институт экономики, финансов и бизнеса. Ты
возьми. Че ты меня вечно обзываешь, а? Пойдем к психологу. Здравствуйте, какая-то проблема? Она меня вечно обзывает. Я с таким сталкивался. Дай ручку, любимая. В смысле, любимая? Так это же моя девушка. Точно? Ну, мне кажется, пара из вас, но не очень. Так, давай лучше я попробую. Мне кажется, я поняла вашу проблему. Вы дебилы. А что это за нормальный человек с вами? А это наш новенький. Он пока не вписался в коллектив. Ну а мы начинаем! Дальнобойщики в пути. Слушай, давай по очереди рулить. Давай, я первый сплю. Да музыку дай. Слушай, давай по очереди спать. Давай, я первый. Давайте равная очередь. Давай. Дима, сама домой кружить. Семьи, чьи окна не выходят во двор. Купите своему ребенку телефон. Не заставляйте его голодать. Реклама создана при поддержке салона сотовой связи «За углом». Мы находимся за углом. В наше время многие люди пытаются прославиться за счет своих питомцев. Давайте посмотрим, как это может быть. Тузик, ну давай покажи что-нибудь, а? Ну, Тузик, давай удиви меня. Эх, ну давай, я тебе покажу. Короче, вот так вот садишься, и вот он. Убери камеру! Убери камеру! Здравствуйте, каким порошком пользуетесь именно вы? Ну, обычным. Тогда вот вам тайт, вот вам грязная рубашка, вернусь завтра. На следующий день. Ну как, постирали? Знаете, такой отличный парад. Спасибо, братан Грушин. Давайте представим, что бы было, если бы мы слушали советы наших родителей. Буду умным, промолчу. А золото выигрывает Юлдашев Марат! Золото не я, золото сын маминой кого-то. Может быть, сегодня у меня останемся? У меня что, своего дома нет, что ли? На экзамене у преподавателя, который любит рассказывать про свою личную жизнь. Давайте, парни, натяните билет. Билет 25. Как зовут моего сына и где он учится? Виктор Петрович. Виктор Петрович, я вообще-то рассказывал на своих лекциях. Ходить надо. Вообще-то у нас экзамен по истории. Ну, по истории, так по истории. Людовик XIV. И как этот кот попал к нам в семью? Виктор Петрович. Ну, может быть, договоримся? О, не договоримся, не сдала. Ну почему? Вчерашняя лекция. Моя аллергия на эти апельсины и ее последствия. А с вами была команда КВН Панда. Хоть мы и черно-белые, но мы приносим краски в вашу жизнь. Спасибо. Ну что ж, это была команда КВН Банда. Кому понравилось, может поаплодировать. А следующая команда, которая выйдет на эту сцену, заявила о себе следующий факт. Эта команда не ест после 6, потому что капитан команды девушка. Команда КВН
Корпус, нет. Пардон. Команда КВН 3/4. Именно, спасибо, мальчишка. Команда КВН 3/4, географический факультет. Добрый вечер, дорогие друзья! А на сцене зажигалочка этого вечера. Команда КВН 3/4, географический факультет. Поехали, мозг раскачаем! Мальчишки, что вы делаете? Альбина, мы вообще-то раскачиваем лодку юмора! Тогда поехали! Играет с вами! Мы начинаем! А иногда студенты ведут себя как дети. Так, давайте вашу зачетку. Я не поняла, что это такое? Это фантики. Вы хотите зачетки получить? Нет, чур меня. Садитесь, пишите. Братан, дай списать, а? Нет. А за миллион? Нет, уйди. А за триллион миллионов? Ух ты такой тупой, пиши сама. Кто обзывается, тот сам так и называется. Хватит болтать, сдавайте. Можно еще секундочку? Я сказала сейчас Ну с же. иголочкой. Сейчас. Ну с ниточкой. Что это такое? Вы что думали, я не замечу? А сейчас очень модно делать селфи. Итак, представьте, в Уфе открылся первый в мире селфи-фитнес-зал. Девочки, начнем с разминки. Что ты делаешь, глупенькая? Мы разминаем пальчики, ведь нам листать ленту. Молодцы. Тренер, а какой фильтр лучше выбрать для фотографии? Ну я слышала, Аквафор хороший фильтр там. Ой, это все фигня, девушка. Самое главное, фото в негативе. Что у тебя с лицом? Негатив. Это фильтр такой, ты что? Девушки, идемте все сюда. Запомните самое главное. Если с парнем были мутки, ты поставь ему на фотке лайк, отметь его. Если с парнем были мутки, лайк поставь ему на фотке, отпишите его и сиди теперь и жди. А сейчас всем знакомая ситуация. Девушка позвонила и попросила парня забрать ее из клуба. Но что-то пошло не так. Садись, поехали. Я с тобой никуда не поеду. Я обиделась. А что ты мне тогда звонишь? Ну я же соскучилась. Я тоже соскучился. Соскучился. Ты даже не знаешь, какой сегодня день. Вообще-то сегодня ровно неделя, как мы с тобой расстались. Радомир, не это день, сегодня день космонавтики. Я улетела! Уху! Но на самом деле я позвонила тебе, чтобы сказать важную вещь. Да, Альбина. Купи воды, а пипец пить хочется. Руслан, стой! У нас здесь бомбические музыкальные бусоки! Мальчики играют в прятки. Закрой глаза, все постепенно, и тебя тут никто не заменит. Студент выезжает из Уфы в Янаул. Благослови на дальний путь, благослови, прости, забудь. Мужчина покупает на рынке живую курицу. Люди глядят на наличие перьев. У деда выпала вставная челюсть. У студентов геофага практика проходит в полевых условиях. И зачастую денег на еду им не хватает. Итак, представьте, осталась последняя банка сгущенки. Моя прелесть, я ее никому не отдам, она моя. Моя прелесть. Альбина, верни сгущенку. Нет, она моя. Так, Самигулина, сгущенка для преподавателя. Ну-ка давай, а то зачет не получишь. А если серьезно, ради победы в
полуфинале наша команда готова абсолютно на все. Мы даже решили побрить одного из участников нашей команды на лысо. Да, Альбина? Это моя прелесть, я ее не отдам, нет! С вами была команда КВН 3/4. Спасибо. Это была команда КВН 3/4, географический факультет. Еще раз громкие аплодисменты. В имя КВН Башку выражает благодарность коллективу студенческого клуба и руководителю Тагировой Розалии Иршатовне. Здесь можно тоже громко-громко поаплодировать. Следующая команда представляет физико-технический институт. На сцену приглашается команда КВН «Я у мамы физик». Встречайте, сборная физико-технического института. Команда «Я у мамы физик». Не закрывайте уши, поем от души. Я у мамы физик, мы на сцене. Вот бы, наверное, сейчас пельмени. Что-то вкусно. Так, остановитесь. Это кто? Да, Леся. Так, вы придурки, чего вообще на сцену выперлись? Олеся, вообще-то мы пришли сюда не просто так. Мы пришли за Славой. Слава, дорогой, если ты меня слышишь, ответь, где ты, Слава? Вы в курсе, что сегодня полуфинал? Вы подготовили хоть что-нибудь нормальное? Конечно, Тимур. А на бальных танцах здороваются именно так. О, Никит, привет! Че как сам-то? Ничего, нормально. Да тоже нормально, все в порядке там. Так, Никита и Юр, с такими танцами пошли вон из команды. Уродился вы, Никит. Тимур танцует лучше нас. Я вообще не танцевал. Заткнись. Ладно, можете остаться. Не, вы что, вообще ничего Так, не а если ты чё нам тут? Вообще-то через О. Так, Олеся, ты чё нам тут будешь, а? Вы что, придурки, что ли? Мы физики. Олеся, 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 так птицы кричат. Олеся! Олеся! Не, вы что, вообще не понимаете, что ли? Вообще-то зрители должны мне сразу В понравиться. смысле сразу? В смысле сразу? Ты что, дурак? Тупые слова, тупые слова. Ты вообще молчи. Если хочешь сказать, говори молча. Нет, серьезно, да? Блог про шуточки про Шурыгина, ничего поактуальнее придумать не могли. Как будто у тебя есть что-то актуальное. Вообще-то есть. Давай посмотрим. Ты отчислен. Саня, ты что смеешься? Это вообще так-то про тебя. Чё? Да, смешно. Ладно, все, лезь. Нам сейчас нужно будет спеть рэп, а так как ты не Кристина Си, уходи за кулиси. Ну, а мы начнем. Серьезный настрой, полуфинал. Эти песни расточаем мы зал. Нас по-любому ждет успех. Для вас выступает успех. Добрый вечер, БГУ. А на паре в нашем университете может случиться и такое. Так, записываем тему, значит, дифуры, да? Поехали. Аграрный рулинг! А что это было? А это ректор аграрный, он у нас тут на заочке учится. Не отвлекаемся, пишем дальше, значит, дифуры. А давайте представим, тупые люди играют
собирать стикеры. А я кто? А ты бумага. А я кто? А ты тоже бумага. Вот мы с тобой умные, да? Ладно, я пошел идти пока. Пока. Вот мы с тобой умные. А сейчас немного о любви. Случай 8 марта. Дорогая, с 8 марта тебя эти розы тебе. Розы? Но они же завянут. Так и знал. Дорогая, с 8 марта тебя этот уголь тебе. Уголь? А как его активировать? А вы кто? Никто. Нет. Наконец-то отвалил идиот с фонариком. Чего ходит, вообще не понимаю. А чему быть, того не миновать. Случай на застолье. Так, Валера, салаты готовы, я сейчас пойду курицу проверю, ты сиди здесь и главное не пей. Пожалуйста, Ладно. только не пей. Понял, я не пей, хорошо. Так, что у нас там? Музыка? О, прибавлю-ка. Что, выпей, Валера? Да, судьба так решила, конечно. Так, Валера, ты обещал Ладно, пить, как подожди. можно. Ну, а как известно, подруги понимают друг друга с полуслова. А ты чё? А он чё? Не, ну я, конечно, все понимаю, он козел, но ты же все-таки на работе. Хорошо, пойду поработаю. Отправляется поезд по платформе наша. Повторяю. Отправляется поезд по платформе. Дорогие друзья, ну а что хотелось бы сказать в конце. Любите КВН, играйте в КВН, но при этом еще не забывайте учиться. А я вам уже не физик, спасибо. Да ладно, ну все нормально было. С вами была команда КВН, я вам физик. Любите физику так, как любим ее мы, спасибо. И да, ПГУ! Вот такая ты красивая. Ну что ж, это было завершающее выступление первого блока, и под ваши громкие аплодисменты хотелось бы пригласить все команды на сцену. Я думаю, что жюри уже готовы выставить оценки командам в порядке их выступления. И, конечно же, под ваши громкие аплодисменты жюри команда КВН «Беспредел», факультет математики и информационных технологий. 5, 5, 4, 4, 4. Команда КВН «Панда». 4, 4, 4, 4, 4. Команда КВН 3, дробь 4, географический факультет. Все судьи 4 балла. Команда КВН «Я у мамы физик», физико-технический институт. 5, 4, 4, 4 и 5. У Виталика какая-то странная пятерка. Ага, вот так, спасибо. Ну что ж, а мы переходим ко второму конкурсу текстовых шуток «Биатлон». Команда КВН «Беспредел», ваши 2 шутки. Спасибо. Если жену конструктора АвтоВАЗа попасть мячом, она начнет бибикать. Математики зачитывают оценки под бит. Ну что ж, мы двигаемся дальше. Команда КВН «Панда». В профессии водителя главное не умение водить, а умение как можно тише сказать остановку. А теперь немного попоем.
Раскудрявый, клен зеленый, лист резной, ты с дипломом, но работаешь связном. Спасибо большое, команда КВН «Панда 3/4», географический факультет. Еще раз здравствуйте. В общежитии настолько часто курили кальян, что председатель не выдержал и открыл чайхану. Мальчик с очень узкими глазами сможет увидеть только полполовинки второй половинки. Команда КВН «Я у мамы физик». Ильнур, давай. Всем еще раз доброго вечера. Сейчас немного юмора. Мальчик с очень большой башкой на 80% состоит из башки. Вышла новая линейка еврейских подушек. Еврейские подушки, ни пуха, ни пера. Ну что ж, наши уважаемые жюри уже готовы подвести какой-то итог, вынести вердикт. Давайте поддержим нашу жюри громкими аплодисментами, они совещаются. Команды волнуются. Булат, ты готов? Первыми нас покидает команда КВН «Беспредел». Большое спасибо, команда КВН «Беспредел» уходит за кулисы с активом 0,4 балла. А мы продолжаем. Команда КВН «Панда», ваши две шутки. Китайский голкипер Wi-Fi плохо ловит штрафной. Мужчина, который не хотел иметь детей, при фразе «У вас мальчик 3200» заплатил и уехал. Спасибо большое, команда КВН «Панда», команда КВН 3/4. Не торопитесь. Парни как чайные пакетики. Один черный, другой зеленый, а третий вообще как принцесса Нури. Народная примета. Если со стороны телецентра доносятся песни звезд башкирской эстрады, все. Йоскильде. Я у мамы физик, Ильнур, давай самое смешное. Поехали. На кухне была настолько сильная вытяжка, что однажды теща пропала без вести. Реформа транспорта. В автобусах Башавтотранс после 23:00 остановки объявляют так: Тукталыш, твоя остановка, малыш. Ну что ж, уважаемые жюри, кто уходит, кто остается или может быть по штрафному кругу? Географический факультет нас покидает. И нас покидает географический факультет с активом 0,6 баллов. Движемся дальше. Команда КВН «Панда». Парень с аллергией на воду бесконечно может смотреть только на две вещи. Девочка, переевшая кукурузу, случайно взорвалась в солярии. Большое спасибо. Следующие две шутки. Мама Вити стала подозревать, что у его сына кто-то есть, после того, как увидела на его машине наклейку с надписью «Дорогая, спасибо за сына». А сейчас немного попоем. Девочки-мальчики танцуют, девочки-мальчики танцуют, девочки-мальчики танцуют. Раз, два, три, поменялись. Мальчики-девочки танцуют, мальчики-девочки. Спасибо. Ну что ж, мы близимся к концу. Я вам напомню, что борьба идет за целый балл. Жюри совещается.
А мы поддерживаем команды из болельщика физико-технического института. Ну что ж, какая команда получит 0,8 балла, а какая целый балл? Ровно. А вот никакая не получит балл, обе команды по 0,8 балла. Обе команды по 0,8. Ну что ж, на этом завершился первый блок. Дорогие друзья, как вам КВН? Если смешной, можно громко поаплодировать, пока я ищу команду второго блока. Ну что ж, никто не расходится, потому что дальше начинается самое интересное. На эту сцену приглашается команда КВН «Совершеннолетние», факультет философии и социологии. Нет, Ева еще он стоит, танцует. Давай собирай свои шмотки, мы переезжаем в новый корпус. Серьезно? Конечно, все об этом говорят. Ой, Кать, нам 6 лет об этом говорят. И что ты вообще вышла? Я тут один стоял, все веселились, смеялись, я тут танцевал, Сережа, вот это. Ты чего? Не нужно ругаться, мы вместе все сделаем, все исправим, все будет хорошо. Ты мне наконец-то объяснишь, откуда у тебя такое маленькое пианино? Сходить в театр, просто прогуляться, да и банально выспаться. Ты о чем? Я перечисляю все варианты, которые были у наших зрителей, вместо того, чтобы слушать твои тупые приколы. Сереж, ты что такой нервный-то? У тебя вообще на личном все в порядке? Да мне моя опять концерт закатила. Блин, сочувствую. Да не, нормально, бас ты сходил, так прикольно было. Сереж, все, я больше не могу, давай нашу. А с вами команда КВН «Совершеннолетние». А с вами команда КВН «Совершеннолетние». Чего так разволновалась-то? Да я не знаю, просто боюсь, что они не будут смеяться над нашими шутками. Ну идем сюда, ну затёплый, все хорошо. Все у нас зайдет, все получится. Вот давай проверим, Сереж. А татар уважают повсеместно. Представьте случай в гетто. Вы чё тихо хлопаете? Пацан старается. Пацан пошутил. С реквизитом заморочился. Сейчас тихо мутай звонит. Ага. Да. Ага. Давай. Ну вот эти начало трека накидала, дальше сам давай. Ой, Кать, ты серьезно разговариваешь сейчас по телефону на сцене? У меня тут вообще-то блок музыкального юмора простаивает. Прошу. Песня про глупых людей, которые кидают шарики с гелием вниз. Они многие знают, что дельфины на самом деле чеченцы с фамилией Вураган. Все дельфины в ураган, в ураган, в ураган. Ну и песня про Сипайлова и Док весной. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drag, la la la. Кто там? Доставка пиццы. Победителю полуфинала ректора Башгу Садыку Сергея за его упорщительный юмор. То есть ты вот так издеваешься над мной, да? А ты себе не слишком много позволяешь? Ты был у нас тут весне на ФБ? И это я себе слишком много позволяю. Скажи спасибо, Сережа, что я в огромном костюме робота не вышла
смотри, мы на концерте, а половина команды занимается какой-то фигней. Потому что я до сих пор не понимаю, что мы можем показать вдвоем. Например, вот это. Итак, представим, весь факультет психологии после своей студенческой весны собрался для общего фото. Да, мы это сделали! В этом году нас также больше! Все на общее фото! Давайте первый ряд сядет, чтобы всех было видно. Угу. Вот. Итак, давайте представим, на стрелку пришло всего лишь 2 человека. Да мои уже подъезжают, тебе капец! Да мои с остановки уже пешком идут, это тебе капец. А ты еще сильно обижаешься? Ну не особо. Ну все так. Давай. Че ты бычишься? Мои с Мои остановки подъезжают? Слушай, Серега, чего мы мелочимся-то? Надо что-то менять? Ребята, идите сюда. Мало кто знает, но сейчас, если вы вышли вне автобусной остановки, то обязаны заплатить штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей. Вот здесь у меня на светофоре остановитесь, пожалуйста. Это дело переходит под мою юрисдикцию. Гребаные федералы! Руки на поручень! Бумажные десятки. Ты что, едешь из прошлого? Все, вяжем. Можно последнюю просьбу? Ну давай. Между нами тает. Вот хитрюга, а еще знаешь, что поняла, Серега? Все-таки хорошо, что мы играем вдвоем. Мы как Бонни и Клайд, как Сид и Нэнси, как ИСТФАК и УБП. Блин, надеюсь, ты не собираешься ко мне переезжать? Ты что, с ума сошел? Команда совершеннолетняя, спасибо большое. Это была команда КВН «Совершеннолетний». Кому симпатичен их юмор, может поаплодировать еще громче. Ну что ж, а на сцену приглашаются, как утверждают сами участники, гиганты юмора, потому что их общий рост составляет 995 сантиметров. Но про вес они ничего не сказали. Команда КВН «Сами такие», под ваши громкие аплодисменты. А мы на сцене. И пусть наш минус не включен, но наша песня остается в силе. Ребят, вы чего кучкуетесь? Мы же не в зале ФРГ. Расслабьтесь. Слушайте, девчонки, а где у нас Саша-то? Вы что, не знаете, как началась новая серия «Холостяка»? Саша вообще с ума сошел. На протяжении 2 недель мы готовились к этому выступлению. Я выбрал одну из вас. Малыш, это роза для тебя. Вообще-то я люблю ромашки Козлина. Жаль, это роза тебе. А чё не черная? И где шипы? Альбина, это роза твоя. Вообще-то я не Альбина. Ну тогда не твоя. Саш, вообще-то у тебя девушка есть. Все, Козлиха, не выпендривайся, пошли отсюда. Поссорились? Семейные разборки?
А это значит время перемывать косточки! Женсовет, девушки, волшебная! Господи, что за волшебное зелье вы выпили? Дайте мне тоже! Держите, учитель. 24 на 7, дико. В этом месте мы сильны. Слушайте, девчонки, я, короче, недавно реснички нарастила, а МЧСик написал мне смс-очку о том, что сегодня ураганчик. И, короче, до универчика я долетела. Прикиньте, девчонки, вчера с парнем ходила в кино, а у него шизофрения. Как ты это поняла? Он 4 билета купил. Девочки, вам не кажется, что наш Саша какой-то молчаливый? А у вас чуть что, сразу женсовет. Вы такие сложные. Да вы, мужчины, сами такие. Команда КВН сами такие. Ну что, девчонки? На волшебничаем! А с каждой девушкой могло случиться такое. Смотри, Дашка, какой красивый парень стоит. Ага, смотри, да. Он идет, Как идет? Я хорошо выгляжу? Губы на месте? Девушка. Что? Вы забыли бахилы снять. Блин, да, что ты мне не сказала? Вчера я погладила котенка, сегодня он без шерсти, а я в варежках. А у нас случай на фотосессии. Давай, Женя, покажи мне эмоции, давай, больше страсти. Нет, не то. Давай, меняй позы, давай, детка, улыбнись, мы сможем. Нет, все равно не то. Даш, покажи, пожалуйста, как нужно позировать. Смотрите, невроз личности. А совсем недавно я купила караоке, и теперь гимн нашего подъезда «Рамштайн». Ребята, к нам едет универа! Сегодня мы находимся в главном корпусе Башкирского государственного университета. Снимай меня! И сейчас мы проверим качество наших студентов. У меня есть белая перчатка. Прогульщик! Сразу видно, меняем перчатку. Так. Маркировок нет. Мешков под глазами нет. Накрашена? Первокурсница? Да! Так и поняла. Что за запах? Это запах книжного переплета? Магистрантка? Ага. Так и знала. В эфире была передача «Ревизора». Встретимся в... Место отдыха для мужчин – это рыбалка, а альтернативным местом отдыха для жен является маникюрный салон. Итак, представьте, в маникюрном салоне. Прикинь, мне муж мой говорит, что весь дом провонял моим лаком. А у меня подруга нарастила вот такой ноготь. Вот такой. Тихо, мастера спугнешь. На что красишь? На шеллак. А ты когда уходишь, чаевые оставляешь? Конечно, вот стерва. Подкармливаешь? Так, давай. Блин, мастер сорвался. Давай. Тебе, как всегда, повезло. А то. Ребята, вот и конец нашей игре. Жень, в смысле конец? Вообще-то я в финал хочу. Диан, что за нездоровый оптимизм? Ну хотя, знаешь, играя в КВН, ты стала чуточку взрослее. Или нет? А Женя у нас впервые улыбнулась на сцене. Та-дам! А Саша теперь у нас не холостяк.
А Даша нашла свое истинное призвание. А Алина, а с вами была, есть и будет команда КВН «Башгу». Сами такие. Спасибо за внимание. Мальчики такие зайчики. Ну что ж, это была сборная психологического факультета и факультета философии и социологии. Команда КВН «Сами такие». Лига КВН «Башгу» объявляет благодарность командиру Башкортостанского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Сухаревой Ирине Равильевне. Громкие аплодисменты. Команда КВН «Корпус 32», сборная факультетов. Ну что ж, добрый вечер, дамы и господа. Сегодня... Добрый вечер, дамы и господа, с вами команда КВН «Корпус 32». И сегодня у нас очень важная игра. Сегодня полуфинал. Я тебя умоляю, Фаниль, какой полуфинал? Полуфаниль. Ты хочешь сказать что-то против моего голоса? Знаешь, однажды, когда я вел свадьбу и сказал «Горько», невеста набросилась на меня с поцелуями. Ты знаешь, Фаниль, мой голос настолько красивый, что когда я говорю, мурашки у людей не бегают, а вальяжно пошагивают. Ну и что это? 100 П. 100 П, пацаны, это полуфинал. Это полуфинал. И нужно удивлять. Вот я, например, один раз. А я один раз 5 раз. А я вообще нет, давайте не выпендривайтесь. Потому что вот мне сейчас возьмут и позвонят вот... И что, привезут торты, чтобы... Или договор нужно подписать какой-нибудь. Это, кстати, Дамир. Он впервые оказался в такой большой мужской компании. А все потому, что он с филологического факультета. И, конечно же, все мы с вами знаем, что на филфаке учатся всего двое. Дамир и его второй подбородок. И мы знаем почему. Эй, Дамир, ты слишком много хавал. Вот, Фаниль, слушай, с кем ты живешь? Ну, с котом. Вот с котом жил, с котом и останешься. Вау, какая шутка! Комплектоман ворует цыган! Откуда ты все это берешь? Вот с этого паблика! Спасибо, я уже подписался. Знаешь, Дамир, мне кажется, мы можем нашим зрителям кое-что показать. Итак, представьте, друзья, мухи-хулиганы. Так, сейчас похулиганим. Сейчас похулиганим. Итак, случай в больнице. Здравствуйте, вы окулист? Нет, я окулист. Так, стоп, ребята, давайте будем серьезнее. Я предлагаю устроиться на работу. Вот ты можешь быть мужем на час, на сантехника такой похож. Вот ты упитанненький, ты будешь идеальным внуком на час. Слушай, а у нас сегодня спецпредложение. Мексиканец на час. Cuerto patreto patata muchachos nachos. Что в переводе значит Корпус 32, погнали! Дорогие друзья, наверняка все из вас видели вот такого группаша, который любит повыпендриваться. Ну что ж, Ибрагимов здесь? Здесь. Шаяхметов здесь? Да, здесь. Иванов здесь?
Иванов заболел, короче, он справку принесет. Дорогие друзья, скоро состоится Кубок правкома по мини-футболу. Давайте же посмотрим, как к нему готовятся разные факультеты. Биологический факультет. Ой, прости, это волейбольная сыворотка, я перепутал. ФТИ. Эконом. А если только ФТИ? Вот если только ФТИ. Наверняка вот многие из вас видели вот таких пьяненьких мужичков у себя во дворе. И непонятно, что они делают. Давайте же узнаем, о чем они говорят. Непонятно! Рефрижератор! Нет, это сложно! Он не покажет! Ну, крокодил — это сложная игра для умных, для интеллектуалов. Друзья, наверняка именно вот так абитуриенты представляют студ-клуб. Так, молодой человек, вот из клуба, вот. А можно справку? Можно справку? Тебе с печатью или без? С печатью! Формат! Две! Одну с печатью, одну без! Тихо, звонок! Так, девочки, стоп! Сейчас самое важное время в нашем рабочем дне. Обед. Так, молодой человек, прошу вас, выйдите отсюда. Люда, набери чайник. Я за чайником так. Так, Фаниль, ты же географ, да, у нас? Давай-ка пофантазируем, поэкспериментируем под конец. Вот смотри, давай ты называешь любой город, а мы показываем про него миниатюру. Ну, пусть будет Бостон. Дальше. Лондон. Дальше. Москва. Дальше. Ладно. Набережные Челны. Ну что ж, блок миниатюр про набережные Челны. Итак, представьте, гонец из набережных Челнов. Именем короля набережных Челнов я говорю, Так, представьте, гимнастка из набережных Челнов. Итак, где-то в подворотне, в набережных Челнах. Так, ну что ж, я прибыл на место. Ну, друг на 1, 20 и 30, все понятно. Так, стоп! Так, стоп, ребята! Вот после такого, вы думаете, нас пропустят в финал? Вот так вот, ребята. Если в финал не пройдет какая-то команда из соперников, будет горевать какой-то факультет. А если в финал не пройдем мы, будет горевать весь университет. Ну или, по крайней мере, вот эти 4 дурачка. Корпус 32, спасибо! Ну что ж, это была команда КВН «Корпус 32», сборная факультетов. А теперь минуточка рекламы.
Российские студенческие отряды. Возможность не только интересно проводить время, но и хорошо зарабатывать. Поэтому, кого заинтересовало, обращаемся к Сухаревой Ирине Равильевне. Когда-нибудь я правильно прочитаю ее фамилию. Ну а теперь для любителей юмора. Совсем скоро, 22 апреля в 19:00 в 02-й аудитории физико-математического корпуса состоится отборочный тур «Стендап Башгу». Любой желающий может попробовать себя в этой сфере. Чтобы стать участником, вам нужно зарегистрироваться у Ахмадуллиной Гульнас. Ссылку на ее профиль ВКонтакте вы можете найти на афише, которая висит на входе в актовый зал. Поэтому, дорогие друзья, кого заинтересовало, милости просим. Ну что ж, а мы продолжаем. И завершающее выступление этого блока команда КВН «А я думала, сова», инженерный факультет. Салям алейкум, на сцене мощность. Мы не видали в полуфинале, что пацаны перешагируют и кайфовали. Будут смеяться, вам обещали. Давайте слушайте в оригинале. Мстители, Лига справедливости, защитники, а в Башкортостане свои супергерои. И это мы. Карма скалы! Как это все тут происходит, а? Люди пришли КВН смотреть? Какие супергерои? У тебя какие суперспособности? Ты герой? Я капитан Бишбармак. А почему у тебя 3 бармак только? Потому что Бишбармак один не работает. Подготовились, да? Ладно, это понятно. А вот это тогда кто? Я человек тоже баш. Но тут вопросов нет, согласен. Есть вопросы. Какие? Почему нет вопросов? Так, встали, а? Ребята, какие не супергерои? В Уфе есть супергерой. Это самосвал, который снег вывозит, понятно? Вот супергерой. Слушай, а ты сам-то кто вообще? Что, святая вода? Нет, просто холодная. Кстати, Миша, кто это с тобой? А! Никого. Ладно, ребят, короче, люди пришли сюда юмор смотреть, понимаете, юмор, а не то, как мы с вами здесь разбираемся. Так что давайте, мы же команда, да? Да! Давайте соберемся и вперед! Представьте, в Государственной Думе рассматривается новый законопроект, и половина политиков проголосовала за, половина против. И остался один не проголосовавший счастливчик из «Справедливой России». Давай голосуй уже! Да голосуй уже, от твоего выбора зависит принятие закона. А какой закон мы там рассматриваем? Законопроект о запрете курения на территории Российской Федерации. Ну тут подумать надо. Да какой подумай, давай голосуй уже. Ну нет, ну серьезно, надо подумать. Ну что ты? Представьте, чемпионка мира по метанию ядра собирает своего сына в школу. Так, сынок, иди сюда. Так, что, ты все готов, да? Все? Готов? Все, давай. Пока, сынок. Итак, представьте, парень поехал в магазин и оставил свою машину без присмотра. Так, сынок, все, загружай ее, значит, все, хорош. Мужик, не знаешь, чья машина? Знаю, моя. А что ты смеешься-то? А у меня там теща сидит. Серег, все, опускай, нам с людьми нельзя. Какой это
тебе человек, а? Ну это ж не человек. Это я удачно за хлебом заехал. И хлеба, и зрелищ. Слушай, а если машина незаконно оформлена, вы ее под пресс пустите? Нет. Несправедливо. Она меня со свадьбы прессует. Так, слушай, мужик, значит, собираю свою машину по адресу, навожу на... Факультет УБП поразили своими мощными парнями и миниатюрными девушками. Итак, представьте, во время такой репетиции. Мощно ты ее запустил, конечно. Че, приколюсь, может, позвони мне? Давай. Алло, Гульфия! Привет! Че, как там? Уж на рынку увидишь, что ли? Ну ты это, давай вниз. Да, мы тебя ждем. Да, ловим. Ага, давай. Здорово, пацаны. Здорово. Это она туда или обратно же? Да вот непонятно пока, вот ждем. Да. Представьте, футбольный комментатор не пришел на матч, не прислал своего брата. Хайрли мяч, дорогие друзья! Сегодня у нас конкретный крэш между двумя командами. Дискотека «Авария» Бавария. И Муншая Ункандербит. Манчестер Юнайтед. Кстати, вами надо проверить. Ладно. Сегодня играют 11 против 11, и один, которого не взяли ни в одну команду, но дали свисток, чтобы не обижался. Итак, он свистит. Поехали. Ибрагимович, Мхитарянович, Фаритыч. Фаритыч! Что делаешь на поле? Опять ничья бомбара потерял, что ли? Уйди! Вы можете внятнее говорить? Вообще ничего не понятно. Не, вы еще ко мне приставательные моменты делаете, а? Нормально у меня с русским языком. И наконец! Вруни падает прямо на сына. Ты знаешь что, ты... Свинота ты! И ему дают карточку с Байрама. А нет, это уже вторая карточка с Байрама, поэтому карточка с магнитом. Итак, вокруг ворот вратаря организовывается пенальти. Пенальти будет организовывать футболист Левандовский. Вот именно он будет играть. Итак, он разбегается и... Мимолетный удар, прикиньте, мимо. Ну что ж, матч заканчивается, потому что Фаритыч своими вилами проткнул мяч. С вами был Фарид Акбашев и Дмитрий Фаншин-Барткатышмойча. Дорогие друзья, что бы хотелось сказать в конце? Любовь в вашей жизни должна занимать самое важное место, потому что вот смотрите на Рустика. Сколько ты вот встречаешься со своей девушкой? 1,5 года. 1,5 года, представьте, вот молодец, да? Давайте поаплодируем ему. Турсунбек, Айдар, ты сколько встречаешься со своей девушкой? 2 года, молодец. Молодцы вы, конечно. А вот я 8 лет встречаюсь. Помогите, пожалуйста. Спасибо. Можно еще громче, это была команда Ну что ж, на этом конкурс приветствия подошел к концу, и мы приглашаем все команды на сцену.
терпится выставить оценки. Ну что ж, давайте в порядке выступления. Команда КВН «Совершеннолетние». Все снизили 5 баллов. Команда КВН «Сами такие». 5, 4, 4, 4, 4. Команда КВН «Корпус» 32, сборная факультета. 5 баллов. И команда КВН «А я думала, сова». 5 баллов ровно. Ну что ж, мы переходим ко второму конкурсу текстовых шуток «Биатлон». Команда КВН «Совершеннолетние», пожалуйста. Мальчик, которому дают слишком много карманных денег, специально ездит на автобусе после 8. В Черниковке парень так долго смотрел на звезды, что звезды не выдержали и выстроились во фразы «Чё палишь?». Команда КВН «Сами такие», ваши 2 шутки. Мы поняли, в чем отличие студента от футболиста. Футболист сначала бегает, потом забивает, а студент сначала забивает, а потом уже бегает. Дочка владельца завода быстрорастворимой лапши собирается на свидание за 5 минут. Спасибо. Корпус 32, Нияз, давай. Даю. Физрук-революционер призывает детей делать подъем-переворот. Мой дед-пастух всегда мне говорит: я пас. Большое спасибо. Команда КВН «А я думала, сова». Очень тупой грабитель сначала ограбил ломбард и пришел туда же сдавать награбленное. По-русски написано, трудно себе. Петух, который не умеет кукарекать, с утра просто танцует. Ну что ж, кто покинет нас с активом 0,4 балла? А пока нас не покидает никто, я предлагаю наградить нашей команды громкими аплодисментами. Я вижу, ты уже готов, Булат. Нас покидают самые милые девушки этого концерта. Спасибо психфаку. Команда КВН «Сами такие» выходит с активом 0,4 балла. Но мы продолжаем. Команда КВН «Несовершеннолетние». Ну, можно и так. Мы знаем, как вычислить ведьму в детском лагере. Она никогда не приходит на последний костер. А мальчик с очень длинными губами на ночь целует себя в щечку. Спасибо большое, команда КВН «Совершеннолетние». Мы продолжаем. Команда КВН «Корпус 32». Директор шоколадной фабрики шуршит, когда раздевается. А вот теперь шутка для любителей перехода между физико-математическим корпусом и главным корпусом. Между третьим и вторым переходик небольшой. Ну что ж, двигаемся дальше. Ришат, удивляй. Мини Маус вышла замуж за Микки Рурка. Теперь она Мини Рурк. На свадьбе в Черниковке по традиции в конце жена кидает предъяву. Большое спасибо командам. Итак,
Кто же уходит с этого круга с активом 0,6 балла? Уважаемые жюри? Но пока они не готовы, я думаю, стоит громко поаплодировать, покричать. Давай, Булат. Сложно, честно говоря, говорить, мы сейчас прям запутались и... Штрафной круг? Корпус 32 нас покидает, к сожалению. Мы прощаемся с корпусом 32. Команда КВН «Совершеннолетние», пожалуйста. Кассирша, которая ездит на автобусе зайцем, быстро высыпает сдачу и убегает. А на Кавказе раздают не Wi-Fi, а Wi-Fi. Большое спасибо. Решат, давай. Новая башкирская Лада Хай-Тек. Лада Хай-Тек. Тагадак, тагадак, тагадак. Когда Джигурда идет в лес за грибами, мох специально начинает расти в другую сторону. Сложное решение. Кто уйдет с 1 баллом ровно, а кто получит 0,8? 1 балл получает Решат и команда инженерного факультета. Ну что ж, а сейчас всех вас мне бы хотелось познакомить с одним очень хорошим человеком. Председатель счетной комиссии Ринат Лукманов. Ринат, встань, пожалуйста, к тебе поаплодировать. Ну что ж, а пока счетная комиссия подводит итоги, перед вами выступит специальный гость. Команда, в которой я играл раньше, и я надеюсь, после моего ухода уровень юмора у них все-таки повысился. Команда КВН «Три буквы», под ваши аплодисменты. Команда КВН «Три буквы» и Александр Васильев не играли вместе уже 2 года. Сашенька, Сашенька, где ты, а? Сашенька, Сашенька, ты где? Вот же ты родненький. Где 2 года назад нас бросил, там и стоит, где ему еще быть? Слушай, что ты такой злой-то, а? В смысле, че я такой злой? 2 года назад он нас бросил, связался тут со всякими и ушел в этот свой... Гаджет! Слушай, ты так-то тоже в гаджете играл, а? Ну, исправляться никогда не поздно. Александр, это для тебя. Ну что, может по старинке ты объявишь, а мы отыграем? Команда КВН «Три буквы», погнали! Ну что ж, дорогие друзья, а у нас блок неожиданных встреч. Встреча башкира и китайца. Хау, махагас, ни хау, махагас. Встреча металлиста и бездомного. Встреча еврея и шепелявого башкира. Шалом. Шалом. Самый модный биатлонист. Дорогие друзья, всем же в детстве говорили, вот если все с крыши пойдут прыгать, ты тоже прыгнешь. Итак, давайте представим, что парень действительно прыгнул. Артур, сыночек, ну ты что, я же пошутила. Ты зачем прыгнул-то? Хорошо, хоть сарай невысокий был. Just
Итак, представьте, парень дарит девушке подарок. Дорогая, это тебе. Ну ты дурачок, ты сумасшедший такой! Ты такой сумасшедший! Ты такой дурак, я не могу! Ты что, руки помыл? Ага. Бабка проверяет, не помер ли ее дед. Дед! 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 Скотина! Сволочь! Ира! А у всех есть такая знакомая. Звонит он мне, значит, такой вчера и говорит. Звони! Правильно говори! Звони! А ты что за это такая? Я на филфак не поступил. Наверное, ни для кого не секрет, что спецслужбы читают переписки ВКонтакте, и, возможно, даже сейчас они читают переписку кого-то из нас. Смотри, тут диалог, всего 4 сообщения в год. Здорово, братан. Спасибо. Здорово, братан. Спасибо. О, смотри, сообщение. Попал в беду, кинь 3000 на карту. И чё? Кинул, прикинь. Смотри, 50 сообщений без ответа. Привет, ты красивая, давай познакомимся. Привет, ты красивая, давай познакомимся. Привет, ты красивая, давай познакомимся. Ну понятно. Это, а чё, на полуфинал Лиги Башгута пойдем? А зачем? Так он там ведущий, посмотрим, поржем хотя бы. Ведущий? Да, пошли. Подожди. Смотри, сообщение. Макс Бычаев. Лол, вот они тебя спалили. Саш, ну, спасибо тебе большое за помощь. Я рубашечку заберу, да, она может понадобится кому-нибудь. Пожалуйста. Ну, ты и не влезешь в нее уже, в принципе. А закончить бы хотелось словами величайшего философа современности. Но все равно, под звуки поцелуев мы с тобой уснем и проснемся. Уснем и проснемся. Спасибо. Кому понравилось, можно поаплодировать. Еще громче. Отлично. Ну что ж, наша игра близится к завершению. Я предлагаю пригласить все команды на сцену. Ну что ж, я вижу, что все команды волнуются. Я уже знаю имена победителей, имена финалистов Лиги КВН «Башгу». Ну а пока мы передаем слово самому красивому голосу Лиги КВН «Башгу» Максиму Бычаеву. Ну ты уж сказал, так как там корпус 32, я тут такой, да? Ребят, возьмите в команду, пожалуйста. Ну я вас умоляю. Ну ладно, мы потом поговорим. В общем, действительно очень круто. Я немножко нервничаю, если честно, потому что мой первый дебют в Лиге КВН «Башгу» состоялся именно за стойкой, где сейчас стоит прекрасный Александр. Давайте этому поаплодируем.
Теперь мой дебют в жюри, это действительно очень круто. Я очень жалею всегда, почему КВН проходит вечером. Он должен проходить рано утром, когда ты заряжаешься позитивом, клевым настроением, и идешь работать, учиться и делать свои дела. Ребят, спасибо вам большое, было очень круто. Ну, правда, скажу честно. Максим, я тебе открою секрет. КВН не может проходить утром, потому что нормальные люди утром учатся все-таки. Ну, да, возможно. Было бы прикольно. Давайте как-нибудь подумаем над этим. Утренний КВН, потом, ну, знаете, как завтрак, обед и полдник, там, ужин. Почему? И КВН, да. Команда, спасибо, да. Тебе спасибо. Еще можно садиться. Да, можешь передавать микрофон Салимгариеву Булату, финалист межрегиональной лиги УФА 2016 года. Ваши аплодисменты. Всем здравствуйте! Знаете, много мыслей хочется сказать, поскольку с этими командами пришлось много работать, но скажу пару вещей. Кто-то до сих пор, если верит, что 13 апреля это несчастливое число, то вы ошибаетесь, это прекрасный день. Давайте поаплодируем этому дню. И знаете, хочется поделиться такой мыслью КВНовской. Вот, игра в КВН, подготовка к КВНу, оно похоже на отношения между парнем и девушкой. Вот, КВНщики, они 2 недели, 3 недели, они ухаживают за своим материалом, они готовятся, они продумывают, как бы вам признаться. И вот в день игры они вам говорят: «Я люблю тебя». И, друзья, для них самое важное, чтобы вы своими аплодисментами сказали им то же самое. Давайте поаплодируем. Спасибо. Ну что ж, самый весомый человек в составе жюри Виталий Чечкин. Сегодня тоже мой дебют, так сказать, на поприще жюри. Спасибо за шикарное объявление про весомого члена жюри. Сами видите уровень. Что насчет сегодняшней КВН? КВН сегодня был веселый, КВН сегодня был задорный, находчивый. Первый блок, конечно, видно то, что команды там новые, а во втором более такие уже опытные КВНчики. Привет, Ришат. Вот, все было шикарно, супер. Похлопайте великолепному ведущему, давайте. Спасибо. Так, вот, Башгу супер, Саша супер, я супер, спасибо. Передавай микрофон. Самый титулованный член нашего жюри Артур Низамов. Да, и самый четко говорящий ведущий Александр Васильев. Спасибо, друг. Очень соскучился по Башку, давно здесь не был. Привет, ребята! Вот, на самом деле соскучился, потому что очень теплый зал. Команды, поаплодируйте залу, действительно, очень круто вас сегодня встречали. Спасибо большое, очень крутая была игра, второй блок, прям видно, что ребята опытные, все классно, мне очень понравилось. Зовите еще, Саш, похудей наконец-то. Я займусь этим. Ну что ж, и самый прекрасный кусочек нашего жюри. Командир штаба студенческих отрядов Башгу, Грицай Ольга. Аплодисменты, Ольга. Ну, в общем, я сегодня действительно от души посмеялась, было очень весело, моментами не совсем понятно. Мне запомнился один игрок Альфред и чудо просто. Ну, сегодня действительно победит самый веселый и самый находчивый. Спасибо, ребят, за игру. Большое спасибо, Ольга. Ну что ж, я думаю, теперь пора. Настало время объявить наших победителей, конечно же, под ваши громкие аплодисменты. Команды, которые напрямую прошли с первого блока в финал, команда КВН «Беспредел», занявшая второе место.
друзья, у мамы физик, физико-технический институт, первое место. Ну что ж, мы переходим к награждению второго блока. Второе место. Команда КВН «Совершеннолетние». Ну и первое место, кто бы сомневался, команда КВН «А я думала, сова», инженерный факультет. Александр, подожди, Сашка, я здесь, ну подожди, ну мы же не хотим расстраивать Башкирский государственный университет целиком. Будут наборы все-таки, да? Корпус 32, финалисты! Корпус 32. Ну что, дорогие друзья, вот и все, команды отыграли, все молодцы. Зрители, вам понравилось? Я думаю, можно наградить команде громкими аплодисментами. Ходите на КВН, ведите КВН. Спасибо.